В современном мире у нас, казахстанцев, есть только одна отчизна – наш независимый Казахстан. Мы гордимся нашей страной с ее необозримыми просторами, богатствами недр и природы, древней историей и достойным настоящим. Не, стоп. Сегодня без фантазий. Казахстан. Это поистине удивительнейшая страна, в которой сочетается столько несовместимого, а впихано столько невпихуемого, что просто не счесть. Но обо всем по порядку. Армысыздар, құрметті ағайын, вы на канале Казахинформ, и мы начинаем. Итак, в нашей стране близится очень важное, но как погода в Астане предсказуемое событие – президентские выборы. Выборы, где кроме выдвигаются всякие ноунеймы с их непонятными лозунгами, которым никто не верит. Если буквально каких-то 5 лет назад все мы привычно слышали: ел басында ерен толға тұрғанда, мен елімнің ертеңіне сенемін. Уважаемый Нурсултан Абишевич, вы заставляете мое сердце биться чаще. Скажу больше, вы заставляете биться чаще сердца всех казахстанских женщин, потому что вы истинный лидер. То теперь в тренде. Он как личность тебя больше привлекает. Я за него топлю, за него не как за его партию, я чисто за человека. У него на лице, иногда по человеку можно прочесть просто по лицу, говно он или не говно. Да? И если сейчас сравнивать, я скажу тебе, я скажу, что нет, конечно, он не говно, потому что я вижу в нем мозги, образованность, интеллигенция, вот это вот, в нем это есть. А такой человек не может быть под лицом. Еліміздің жарқын болашағы үшін Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс беруге шақырамын. Но так или иначе, выборы состоятся уже совсем скоро. И, естественно, кандидатом номер 1 остается действующий президент. Он обещает множество реформ, как экономических, так и политических. Есть проблемы немножко. Экономический, социальный и евреи. Одно из самых главных нововведений будет невозможность президента оставаться на своем посту более 1 срока. Дескать, таким образом власть не будет сосредоточена в одних руках. Но кажется, где-то мы это уже слышали. Я против единоличной власти. Я хочу создать такую систему, которая сама по себе работала, чтобы государственная система в будущем не зависела от одного человека. Так что как будут реализованы все эти проекты, покажет время. А если учесть тот факт, что на днях Казнет облетела новость, подорвавшая тысячи ватных пуканов, касаемая обязательного знания казахского языка и истории для получения гражданства РК, можно подумать, что положительные изменения уже не за горами. Хотя мы же с вами прекрасно понимаем, в какой стране мы живем. Это может быть не более чем предвыборное зарабатывание плюсиков. Так что не будем делать поспешных выводов. Но до всей этой предвыборной мишуры осенний период сопровождался наплывом к нам полчищ недомобиков из России, понижением качества интернета по стране до уровня... Сообщение отправлено. Потрясающе. Сообщение будет доставлено через 19 лет. Не понял. Ответ придет через 55 лет. 55 лет. Просим прощения за задержку. Стоимость услуги $6012. И подписанием Токаевым закона об амнистии участников январских событий. Ведь 20 тысяч террористов так никто и не нашел. Видимо, они как удивительный попрыгун из Людей Икс навели шороху и благополучно телепортировались в какую-нибудь Заковью. Но давайте вернемся к россиянам, до того, как любитель резиновых поп не объявил частичную мобилизацию и еще не успел получить подарок на юбилей. Всем привет! Вчера вечером прочитала новость и просто охренела. Казахстан что, в себя поверил? И они решили поддержать санкции Евросоюза и США против России. Вы что там, говна обожрались? Или что? Что вам за это америкосы пообещали? Продались? Вы что, забыли, за чей счет вы живете? Что ваши диаспоры огромным количеством живут у нас в России?
Вы совсем обалдели? Они не будут позволять работать через Казахстан в обход, значит, санкциям. По ходу дела на вас тоже надо санкции наложить. Теперь вы думаете, русские будут ездить к вам за шмутками, как ездил весь Дальний Восток и Сибирь? Да и Центральная Россия. Да больше половины забьют на вас и не будут ездить. И будете сидеть вы, кашу жрать без масла. Теперь вы думаете, русские будут ездить к вам? Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Тут-то и повылазили всякие Мухаряповы, Шишигины со своей неприкрытой казахофобией. А то, что было в Кокшетауском баре, вообще комментировать стыдно. Неткен сундук. А все дело в том, что у нас в стране уже привычно, что кто-то позволяет себе нагло и бесцеремонно оскорблять казахов и государственный казахский язык. Ведь никто по сути не несет никакой серьезной ответственности. Максимум отделываются извинениями на камеру. Если сделался некто Панова, работавшая на радио и не так давно открыто зазывавшая в Казахстан Путина и российские войска, так и не понесла никакой серьезной ответственности. Также и Рамиль Мухаряпов, унизив казахский язык и прямо сказав, что обрадуется приходу России в Казахстан, спокойно продолжает вести свой бизнес без какого-либо для себя ущерба. Отсюда и складывается ощущение, что пророссийские личности в Казахстане – это привилегированные элементы. Что ни ляпни, все простят. Сколько раз уже было? Американский фашизм не пройдет! А вот стоит казаху высказать антироссийскую позицию, все, сразу на карандаш. Напомню, Маргулану Бурамбаю и Донату Намазбаеву за слово «ватник» и за якобы разжигание межнациональной розни дали по 5 лет. Спасибо, Аружан Саин. Стоило недавно Диасу задать вопрос, чей Крым, парочке приезжих россиян, тут же повылазили всякие обрусевшие буки, весьма упитанные гульжайнашки. Вы не думайте, я не толстая. И начали агрессировать в его сторону, писать заявление, и в итоге Диас получил 5 суток. К чему я это все, спросите вы? Да к тому, что скоро выборы, и раз уж мы строим Жаңа Казахстан, а Токаев обещал реформировать судебную систему, я надеюсь, в правительстве пересмотрят приоритеты и перестанут преследовать национальных патриотов, ужесточат наказания за антиказахские высказывания и сепаратизм. Особенно, когда в стране находятся десятки тысяч граждан страны, учинившей геноцид украинского народа. Также я призываю власти прекратить приглашать и запускать в страну всякий иностранный сброд, а народ бойкотировать их мероприятия. Это я про всяких инстасамок, пикаперов и эстрадных фриков наподобие Киркорова, который на концерте в Алматы рассекал в каких-то гейских труселях. Ну а самым бесцеремонным оказалось обращение некого Алекса Лесли, то ли русского, то ли белорусского пикапера, который в 20-х числах ноября хочет провести в Алматы тренинг по съему. Плевать, да, просто сейчас выбрали конкретно Казахстан, город Алматы, потому что, во-первых, туда и так все уехали. То есть многие очень поехали туда. Где-то часть народу, с тех, которые в чатах там сидят, да, там поехали в Алматы. Ну, или в Казахстан куда-то. Вот. То есть там и так сейчас все. То есть там часть москвичей сейчас сидят в Казахстане. Самое правильное время как раз. Пока идет мобилизация в Украину, короче, мы поедем ебаться в Казахстане. Шикарная идея. Мы решили, что это очень прикольно, поэтому мы тоже свою мобилизацию объявили.
Мы мобилизуем всех в Казахстане и будем делать там отжиг, будем всех трахать в Алматы, будем всех трахать в Алматы. Құрметті қазақ бауырлар, намысымыз болса, осындай арсыздыққа жол бермейік. Ну а в завершении от себя также хочу добавить, что исходя из всего вышеизложенного, пока никаким жаңа Казахстаном и не пахнет. Но, тем не менее, я желаю нашей стране процветания, а Украине, которая уже в шаге от полного освобождения Херсона, скорейшей победы над российскими оккупантами. Осымен бейнеролигіміз аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат. Келесі роликтерде көріскенше. Слава Украине, Путин пидорас.